В школе номер 11 города Назрань прошел семинар по внедрению новых видов спорта в нашу республику. Акцент сделан на американский футбол и регби. С именитыми российскими регбистами пообщалась моя коллега Мадина Базиева. Ингушское регби – это не словосочетание из мира фантастики, а вполне реальный и весьма перспективный факт. Сегодняшний день можно официально считать днем регби в республике. Для начала скажем, что регби – это контактный вид спорта, но бывает и бесконтактным. Возникший в 19 веке в Англии, здесь присутствуют элементы борьбы. В 2016 году такой вид спорта, как регби, появился в программе Олимпийских игр. Saying to the man returning to his socket, what he got cracking. Right off the bat, it's magic from Fiji, steaming away. Now the one-handed pass goes back to the man. Time again, that man will not be stopped with the ball. If they're not playing rugby, they should. Vakatawa, what can he get cracking? He can get a little gem away. Does it get any better? Buarua rounds it up. Vakatawa. There it is there, draws in two players, the offload, and once again, well, it's the captain, he's been involved in everything, hasn't he, Buravarua? Great finish on the outside. Знаковое событие в Ингушетии прошло не менее ярко. Прославленные регбисты России приехали в республику поделиться своим мастерством и оценить потенциал развития достаточно нового для региона вида спорта. Один из пунктов устава этой игры в регби могут играть все. Но, безусловно, именно на территории вашей республики, на территории вообще всего Кавказа, регби, на мой взгляд, может иметь большие традиции, долгие традиции, потому что игра, она очень эмоциональная, она любит силу, она любит характер. Я думаю, вашим детям, вам, вашим жителям понравится эта игра, они ее полюбят всем сердцем. Учителя физической культуры республики стали главными героями этого дня. Это именно тот момент, когда учитель во славу нового дела сам стал учеником. Вы сорвали тег, да? Можете сейчас вампир не кричать тег, это не важно. В игре надо показывать, что судья. Вы сорвали тег, сорвали второй же. Вы возвращаете теги тому, да. Он их прилепляет, кладет мяч, и он тоже вампир. Понятно, да? Теги надо возвращать. Это и не странно, нам есть чему учиться, признаются ребята. Не могли и подумать, что такой вид спорта так точно и четко будет отвечать требованиям и ингушского менталитета, и бесконечной любви к боевым видам искусства. Новый вид спорта, мы даже сами были не знакомы с этим видом. Вот и сейчас у нас практика будет проходить в спортзале. Теорию мы уже прошли, сейчас у нас практика. Вот на практике нам будут объяснять, как в эту игру играть, какие правила там и все остальное. И вот вы чуть-чуть успели погнать мяч, скажите, по душе такой? Да, вообще-то очень интересная игра, оказывается. Эмоциональная игра, поднимает настроение хорошее. Для развития физических качеств очень интересная игра, оказывается. Али Евлоев – учитель физической культуры в Горском кадетском корпусе. На его плечах груза чуть больше, чем у остальных ребят, ведь именно на базе Горского кадетского корпуса в сельском поселении Сурхахи и будет открыта первая в республике секция по регби, рассказывает президент Федерации регби Ингушетии. Поделились сами организаторы сегодняшнего мероприятия. Кстати, спасибо Министерству образования Республики Ингушетия за организацию этого мероприятия. Как они сами поделились, они сказали, что они именно в нашей республике, в наших тренерах, то есть учителях по физкультуре, они увидели больше интереса в регби, чем в других субъектах, где они были. Да. Действительно, они сказали, что вовлеченность очень сильная. Если в других субъектах до 90% происходит вовлеченность, то у нас все 100%. Это первая секция регби. Мы заказали инвентарь, в ближайшее время должен приехать. И также будет секция у нас организована команда, уже взрослая команда в городе Малгобеке. То есть, тренер уже есть, мы его отправляем на обучение в город Грозный, там профессиональный тренер. Вот он обучится, приедет нам и будет тренировать уже нас. Вот всех заинтересованных лиц прошу, вот, у нас в ближайшее время будет и страница в сайте Instagram регби Ингушетия. Если кто хочет заниматься, если кому интересно, то приглашаю заниматься этим видом спорта. Он действительно мужской вид спорта. Хади Заурова сегодня единственная женщина на семинаре. Будучи учителем физической культуры с 30-летним стажем, она считает, что этот вид спорта по силам и женщинам, почему бы и нет.
Тег-регби, бесконтактная форма этой игры, как раз подойдет, признается она. Я привыкшая уже, я не считаю себя женщиной, мужчиной, так как, хотя это мужская работа, но у нас женщины тоже занимаются мужским работой. Нормально, хорошо. Мне вот ввели новшество тег-регби. Наверное, дети будут очень рады. Я вот смотрю на мяч, очень интересный мяч. Так как у нас дети баскетбол не так увлекаются, может, они этим видом будут увлекаться. Вот я вот вижу, нам показывает, очень интересная игра. Я надеюсь, в дальнейшем у нас будут олимпийские чемпионы. Не обошлось здесь и без восторженных взглядов. Возможно, будущие олимпийские чемпионы по регби, затаив дыхание, наблюдали за игрой. Далее разговор продолжился уже в актовом зале, где обсудили прошедший семинар, задавая интересующие вопросы. Диалог получился содержательным. Ребят уже интересовало не просто обучение детей в школе, а оттачивание мастерства и возможность обучиться технике регби более детально. Желающих играть. Уже все имеют общую идею, общий интерес, игроки, у них есть стимул. А во время урока это просто будет одно название. Я-то человек, что и многие, я думаю, со мной согласятся. Есть акцент, ребят, мы с вами все время. Если это была не шутка, все то, что вы сказали, мы готовы играть, сейчас сколько знаком создадим команду. Мы все люди, занимаются спорт без вредных привычек. Из-за этого находимся в хорошей спортивной форме. Подводя итог, руководитель программы Get Into Rugby признается, таких эмоций и такого рвения еще не видели. Потенциал у регби в Ингушетии огромный. Люди у вас замечательные. Понимаете, то, что происходит, это не работа, это удовольствие. Когда у почтенных людей горят глаза, как у детей, это значит, что мы на правильном пути. Вот за один день вот эти все эмоции за сегодня? За 1 час. За 1 час. Дело в том, что как семена знаний, они попадают в благодатную почву. Здесь работают профессионалы. Вот какие-то отличительные их черты? Вы знаете, очень спасибо вам за этот вопрос, потому что здесь, как сказал один из учителей, Кавказ любит бороться, и Кавказ любит играть. А регби – это игра в мяч, и это борьба. Да, здесь в школе мы говорим про бесконтактный вариант, тег-регби, но это же только первый шаг. Учитель физической культуры, он должен представить ребенку, что есть мир овального мяча, с тем, чтобы ребенок мог потом дальше уже выбирать сам. Вручал участникам сертификаты заместитель министра образования Ингушетии Асхаб Дудургов, который, кстати, пообещал сделать все возможное для дальнейшего развития регби в Ингушетии. Если мы с вами сегодня имеем возможность, в отличие от многих, наверное, субъектов, первыми попасть в этот вид спорта и уже начать какие-то практические мероприятия, это нам с вами поможет. Я так думаю, что мы с вами в ближайшее время, вот ваш куратор от Министерства образования Рамзан Гойгов, вы на методическом совете или как-нибудь другим образом, совещательным органом, определимся с вами, как мы это будем делать. Тем более у нас есть поддержка федерации, как я понял. Со стороны Министерства образования поддержка будет в полной мере. Единицы по кружкам, как я уже сказал, они в штатном расписании есть во всех школах. Ну что ж, начало положено. И было это начало действительно захватывающим. Уверены, что с такими ребятами регби в Ингушетии далеко пойдет. Как минимум ждем олимпийских чемпионов. Мадина Базиева, Анзор Чехкиев, Мусор Гагиев. Утро Ингушетии.